Интересная дискуссия развернулась вокруг строительства соборной мечети в Казани. Очевидно, что в Казани не хватает мечетей, особенно в самом густонаселенном и самом большом ее районе, Новосавинском, где я сам проживаю. Там всего две мечети на почти 300 тысяч жителей. И понятно, что во время пятничной молитвы, во время празднеств, да и вообще в будние дни мусульмане совершают пятикратный намаз. Мест не хватает просто. Люди вынуждены молиться на улице, а понятно, если это летом, а если это зима, если это осень или весна, слякоть, ну и так далее, туда приходят и дети, и люди пожилого возраста. Ну, в общем, нету достаточной инфраструктуры мусульманской, поэтому надобность в большой соборной мечети в этом районе просто необходима, поэтому Рустам Минниханов этому уделил внимание. Но так как пространство очень плотное, новостройки, все очень сжато, Казань, в общем-то, уже, можно сказать, исчерпала ресурс экстенсивного развития вширь, то есть она не может уже двигаться шире, поэтому приходится уплотняться. И поэтому вот нашли один из выходов, на самом деле там еще дискуссия продолжается, это возле чаши, между чашей и комплексом Ривьеры, намыть пространство, потому что если это будет большая мечеть, там действительно необходима площадь для того, чтобы была стоянка, для того, чтобы была какая-то инфраструктура, возможно, кафе, детские площадки, ну и так далее. То есть это должна быть полноценная инфраструктура со всеми вытекающими из этого культурно-просветительскими и остальными аспектами, возможно, строительство там и медресе, и каких-то центров интересных. Но это дело проектировщиков, но меня удивило, что появились люди, которые выступают против строительства мечети, выдвигают очень какие-то странные, на мой взгляд, доводы. Ну, прежде всего, что якобы это нанесет какой-то урон экологии Казанки. Но, позвольте, так сказать, в Казанку сливают все, что угодно, и власти борются с этим. Вверх по Волге, а Казанка в этом месте сливается с Волгой, ну, чуть подальше в сторону ЖД вокзала. И не мы, в общем-то, занимаемся вбросом или там, задержкой водой из Куйбышевского известного водохранилища. Да. Вот оно наносит действительно мощный урон, когда были периоды засухи, когда вверх по Волге не сбрасывали воду с водохранилища. Это наносило действительно экосистеме серьезный урон. А здесь же наоборот, внутри городской агломерации власти делают все, чтобы вода, Казанка, там, набережная была в пристойном, благопристойном виде. Наоборот, экологи на это обращают внимание, общественность, общественники, экологи, таких очень много. Я знаю, очень достойные люди, которые, ну, в общем, следят за всем этим и когда надо, бьют на бат. Поэтому я не думаю, что здесь будет какое-то нарушение экологических норм. Наоборот, все будет соблюдаться и делаться, но с учетом этих обстоятельств. Известно, что Минниханов уделяет этому серьезное внимание и значение. Я помню, как несколько лет назад он облетал вертолетом, и это было по весне, и наблюдал там, где вот свалки, там, где несанкционированные мусорохранилища. Он тут же вызывал глав администрации. Это была целая кампания. Поэтому я думаю, что здесь тоже будет очень тщательная и внимательная проработка этого вопроса. Еще один очень важный аспект. Совсем недавно с помпой открыли храм Казанской иконы Божией Матери, буквально напротив, рядом с Кремлем. Большое событие, там патриарх приезжал, остальные там официальные государственные лица. И, в общем-то, вполне резонно, если будет паритет в этом смысле, и, ну, скажем, напротив, на противоположной реке Казанки будет возведена не менее величественная мусульманская, так сказать, архитектурная сокровищница, будем надеяться, потому что это будет главный мусульманский собор в Казани после Кул-Шарифа. Кул-Шариф имеет все-таки какие-то исторические корни, и он не удовлетворяет нужды прихожан, потому что это все-таки музейный комплекс в том числе, он не работает, что называется, на полную катушку. А здесь нужна постоянно действующая мечеть,
для самого густонаселенного района города Казань. И я думаю, что Казань, как место и пространство, где прекрасно уживаются и мусульмане, и православные, и русские, и татары, где происходит столетиями симбиоз культур, диалог культур, как сейчас принято говорить, возведение этой мечети вполне естественно и органично впишется в концепцию нашего мирного сосуществования и в концепцию красивого города. Мы знаем, что Казань занимает 3-е место в России по турпотоку. Ну, естественно, впереди Москва и Питер, это тоже понятно. Северная столица, административная столица Российской Федерации. Но Казань это тоже жемчужина, и недаром ее считают 3-й столицей. Туда едут люди со всей страны, и не только из дальнего зарубежья, в том числе, чтобы посмотреть архитектуру и чтобы окунуться в специфику нашего города и нашей республики. И мечети, и мусульманская культура является неотъемлемой частью вот этого вот феномена, уникального феномена. Потому что если люди хотят, условно говоря, ознакомиться с русской, с православной культурой, то они едут там по Золотому кольцу, Владимир, Кострома, какие-то другие там Китеж и города русского севера, что называется. А здесь Казань привлекает именно этим, своей древностью, своей уникальной татарско-мусульманской архитектурой, культурой и особой аурой. Поэтому я думаю, что мечеть здесь просто необходима. Это, что называется, требование времени. И то, что огромное количество людей этого хотят, вот подтверждает тот факт, что сейчас мы как никогда должны способствовать возведению мечетей, храмов в целом, потому что, ну, как говорил известный философ Карл Ясперс, мы живем в эпоху разлома, духовного разлома. Вот, и чтобы этот духовный разлом предотвратить, нам нужно, что называется, уделять внимание нашему духовному началу и, соответственно, наполнять его реальной инфраструктурой, а не только шлепать языком.